Здравствуйте! В эфире программа «Интервью», и сегодня в студии Осетия ТВ заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев. Алексей Олегович, здравствуйте! Здравствуйте! В Северной Осетии вы провели совет по развитию информационного общества. О каких основных проблемах вам доложили и вот как их в ближайшее время решать? На сегодняшний день перед нами стоят две большие задачи: научить органы власти взаимодействовать между собой в электронном виде, чтобы упростить бюрократию, перейти от бумажных документов к электронным. И вторая задача — сделать так, чтобы граждане с органами власти могли взаимодействовать также в электронном виде, не ходить в присутственные места, не подавать бумажные документы, а делать все удобно просто через интернет. Вот на эти две задачи направлены программы, которыми занимаются на федеральном, на региональном уровне органы власти на сегодняшний день. Мы обсуждали текущее состояние реализации этих задач. В республике за 2013 год было достаточно много сделано для того, чтобы организовать взаимодействие между органами власти в электронном виде. Была реализована система специальная для этого. Она позволяет на региональном уровне обеспечивать такое взаимодействие и взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти, предоставлять сведения по запросу, запрашивать сведения, которые нужны для государственных услуг. Кроме того, мы посмотрели на статистику по количеству граждан, которые зарегистрированы на портале государственных услуг, пользуются государственными услугами в электронном виде. За полгода, которые прошли вот сейчас в 2014 году, количество граждан, которые зарегистрировались и пользуются электронными услугами в республике, удвоилось. Хотя, конечно, текущий показатель примерно 6% от населения требует определенного улучшения, потому что в среднем по России сейчас электронными услугами пользуются 30% граждан. В этом смысле есть большой фронт работ, нужно их заниматься популяризацией электронных услуг, нужно объяснять людям, как это работает, что нужно сделать для того, чтобы воспользоваться электронными услугами. Все эти задачи сейчас поставлены, думаю, что они за 2014 год будут решены. Ну вот одна из главных задач сайта госуслуг — это сокращение очередей. Вот они наблюдаются на самом деле или их все-таки нет? Ну, я бы не сказал, что сокращение очередей — это главная задача. Скорее, я могу сказать, что главная задача перевода услуг в электронный вид — это экономия времени для граждан. Экономия времени возникает не только за счет того, что человеку не нужно стоять в очереди, но и за счет того, что ему не нужно собирать различные бумажные документы, куда-то там дополнительно ходить, что-то там узнавать. Все можно получить в одном месте, быстро, удобно. В этом смысле, конечно, нужно наибольшее внимание уделять самым востребованным, самым популярным услугам государственным. Это прежде всего различные социальные услуги, это услуги органов ЗАГС, это услуги в сфере образования, в сфере дошкольного образования, запись в детский сад детей, запись в школу. Вот эти услуги сейчас определены в качестве приоритетных, и основное внимание, основная работа идет в направлении того, чтобы сделать для граждан удобный, понятный механизм, как можно эти услуги получить в электронном виде, не обращаясь в органы власти. На совете сказали о том, что одна из проблем в Северной Осетии — это цифровое неравенство. Вот как решать эту проблему именно у нас в республике? В среднем по стране сейчас доступ к широкополосному интернету имеет 55% граждан. В Северной Осетии ситуация гораздо лучше, чем в среднем по стране. Тем не менее, остаются еще некоторые населенные пункты, в которые оптоволоконные линии связи не пришли. В России реализовывается сейчас специальная программа в рамках реформы универсальной услуги связи, когда в малые населенные пункты с численностью от 250 до 500 человек строятся оптоволоконные линии связи для обеспечения граждан качественной, быстрой, современной связью. В рамках этой программы в республике также будут построены магистральные каналы, которые придут в такие населенные пункты и фактически обеспечат всех граждан республики быстрым и качественным доступом в интернет. И важно, чтобы, когда у всех появится доступ в интернете были реализованы наиболее востребованные государственные услуги, которыми люди при помощи интернета смогли бы пользоваться просто, понятно,
удобно. Есть еще одна статистика от агентства CNews о том, что Северная Осетия является лидером по использованию передовых IT-проектов в СКФО и по стране занимает 29 место. Вот такая статистика отражает реальное положение дел? Ну да, примерно отражает реальное положение дел. Действительно, Северная Осетия является одним из наиболее активных субъектов Российской Федерации, которые занимаются информатизацией органов власти. Все это происходит в условиях относительно других регионов более низкой бюджетной обеспеченности, поэтому, безусловно, органы исполнительной власти, которые отвечают за информатизацию в республике, прикладывают массу усилий для того, чтобы вот в рамках того финансирования, тех бюджетных ассигнований, которые выделены, реализовать полностью те задачи, которые стоят. И с точки зрения межведомственного электронного взаимодействия, с точки зрения внедрения информационных систем в деятельности органов исполнительной власти мы видим определенный прогресс. К сожалению, в 2013 году динамика несколько замедлилась, но мы рассчитываем, что и видим, что по 2014 году республика уже начала ускоряться. Думаю, что до конца года все задачи, которые сейчас стоят, актуальные, будут решены. Мы работаем здесь в очень плотном контакте с представителями правительства республики, регулярно проводим видеоконференции, встречаемся в Москве и на территории республики. Тут у нас есть полное понимание того, как мы будем достигать вместе этих целей. Но я не могу не спросить о работе IT-парка, в котором мы сейчас находимся. IT-парк открылся всего несколько месяцев назад. Вы сегодня познакомились с резидентами, увидели некоторые проекты. Вот какую вы оценку им дадите? Впечатление очень положительное, очень интересные проекты. Некоторые из них я прям взял для себя. Например, электронное меню для ресторанов – это прекрасная идея. Мне кажется, она будет очень востребована. Мы видели очень разные проекты, и связанные с использованием геоданных, и системы, которые разрабатываются для органов власти. Это означает, что спектр вопросов, которые ставят перед собой резиденты, и те решения, которые они находят, они очень разные. И думаю, что от такого общения, развития на территории технопарка выигрывают все проекты. Поэтому хочу пожелать успехов всем резидентам и тем, которые уже сейчас находятся в технопарке, тем, которые появятся. Успехов и больших интересных проектов. Ну вот которые из этих проектов вы можете выделить, и как вы думаете, какие из них смогут найти своего пользователя, может, на федеральном рынке? Ну, я думаю, что приложение с меню для ресторанов – это, безусловно, интересная идея для огромного рынка ресторанов, кафе. Думаю, что она будет интересна не только на территории Владикавказа или Северной Осетии, Алании, но и в целом по стране. Мы также видели сегодня систему, которая была разработана для органов исполнительной власти для обеспечения как раз информатизации и взаимодействия в электронном виде. Такие системы очень востребованы сейчас во всех субъектах Российской Федерации, потому что задачи по информатизации, по переводу взаимодействия между органами власти в электронный вид актуальны, стоят сейчас перед органами исполнительной власти. Поэтому думаю, что вот в госсекторе такие решения, безусловно, очень востребованы, тоже перспективны. Интересное приложение для использования универсальной электронной карты на транспорте. Тоже проект, заслуживающий внимания, и может быть востребован достаточно широко. Что касается именно универсальной электронной карты, как вы считаете, вот разрабатывается ряд приложений именно для ОЭК, но при этом есть одна большая и существенная проблема. Это то, что инфраструктура не всегда готова. Как вы думаете, в Северной Осетии к каким приложениям на какие приложения стоит обратить внимание, и готова ли республика массово внедрять именно ОЭК? Вчера на совете мы рассматривали статистику по выдаче универсальных электронных карт в республике. Определенная эмиссия есть, она не очень большая. Думаю, что традиционно универсальная электронная карта используется как платежное средство
Это одно приложение финансовое, как средство доступа к государственным электронным услугам, идентифицирующее гражданина, позволяющее как бы получить возможность воспользоваться электронными услугами. Ну и, наверное, как и в других регионах, надо смотреть на применение УЭК на транспорте, в медицинских учреждениях для записи на прием к врачу, посещения. Можно смотреть на УЭК как на средство учета посещения различных учреждений, музеев, например, театров. Огромное количество приложений можно как бы придумать на основе этой технологии. Поэтому тут я думаю, что не стоит ограничивать фантазию разработчиков. Надо начинать с самого простого и двигаться постепенно к тому, чтобы делать что-то действительно инновационное. Но все-таки готова ли республика к внедрению именно в массовом порядке? Ну, мне кажется, что готова. Это вопрос востребованности самой универсальной электронной карты. Ведь она выдается гражданам по их заявлению, и, соответственно, востребованность универсальной электронной карты со стороны граждан зависит от того, каким образом и где ее можно применить. Поэтому я думаю, что это такой процесс взаимосвязанный. Подготовка инфраструктуры и спрос на универсальную электронную карту, они должны идти параллельно. Сейчас граждане получают карты, мы видели, что несколько тысяч карт уже выдано. Я думаю, что инфраструктура будет формироваться по мере того, как будет наращиваться эмиссия. Есть еще один интересный проект – это создание электронного паспорта в стране. На это дается несколько лет, на подготовку, да, к внедрению. Сейчас на каком этапе находится этот проект и что нас в ближайшее время ждет? Сейчас проект находится на стадии проработки, определяется технология, каким образом будет работать новый электронный паспорт. Думаю, что в ближайшее время, может быть, даже уже в следующем году, удастся начать пилотировать эту технологию. Технология очень перспективная, и думаю, что такой электронный паспорт станет в перспективе ключом для большого количества различных жизненных ситуаций, связанных с получением государственных услуг и связанных с получением, в том числе, каких-то коммерческих сервисов. Поэтому мы активно взаимодействуем с Федеральной миграционной службой, с другими органами исполнительной власти в рамках разработки этого проекта. Проект очень перспективный. Сегодня же у вас в плане посещение многофункционального центра. Вам вчера рассказывали о том, что в ближайшее время, в несколько лет, да, появится порядка 250 подобных центров. В чем их главная задача и для чего они нужны? Не все граждане могут получить услуги в электронном виде. Это связано и с определенным уровнем подготовленности их к таким электронным технологиям. Многие предпочитают все-таки обратиться лично. И вот для того, чтобы людям не нужно было ходить в различные органы власти, необходимо собрать все процессы предоставления государственных услуг в одном месте, чтобы человек мог прийти в такой многофункциональный центр и получить в нем любую услугу государственную, которая ему требуется. Существует программа, направленная на то, чтобы обеспечить для 90% граждан возможность предоставления государственных услуг по принципу одного окна. На сегодняшний день плановый показатель, который нужно достичь сейчас, это 40%. И здесь республика этот показатель выполняет. То есть примерно 40% граждан могут обратиться для предоставления услуг не в орган власти, а вот в такой многофункциональный центр. В сочетании с получением услуг в электронном виде многофункциональные центры создают принципиально новый подход к предоставлению государственных услуг. Если раньше люди общались с чиновниками в
непосредственно в подразделениях органов власти, то теперь предоставление услуг из органов власти фактически выносится на территорию отдельных организаций, специально созданных для того, чтобы качественно обслуживать население. Думаю, что граждане уже сейчас могут оценить и удобство, и все преимущества такого подхода, потому что в многофункциональных центрах есть целый ряд требований по качеству обслуживания. Эти требования очень жестко контролируются. Это и комфортные залы для ожидания, система электронной очереди, возможность записаться заранее на нужное удобное время, возможность достаточно большой спектр услуг уже сейчас получить. Перечень услуг постоянно расширяется. Опять-таки, вчера вам Сергей Кирманович Токаев, председатель правительства Северной Осетии, сказал о том, что многофункциональные центры и портал госуслуг, они существуют для того, чтобы по максимуму исключить человеческий фактор. То есть, если говорить дословно, он сказал, что и люди реже встречаются с чиновниками и берегут здоровье, и чиновники менее коррумпированы. Вот насколько правдиво такое высказывание? Это абсолютно верно. Действительно, когда между заявителем и чиновником, предоставляющим услугу, возникают либо интернет-технология, либо многофункциональный центр, где решения о предоставлении услуги не принимаются, фактически оформляются только все документы. Вот этот разрыв прямой связи приводит к тому, что чиновник не может злоупотреблять своим служебным положением, потому что он не видит тех людей, которые обращаются за предоставлением услуги. И гораздо проще контролировать весь процесс предоставления услуги. В этом смысле, конечно, антикоррупционная функция у этих систем, безусловно, есть. Ну а с точки зрения того, что граждане больше предпочитают общаться не с чиновниками, а с представителями МФЦ, которые, по сути, являются такими же специалистами по обслуживанию граждан, как, например, банковские сотрудники или сотрудники любой коммерческой организации, безусловно, задача чиновника четко следовать инструкциям. Задача сотрудника МФЦ, обслуживающего гражданина, предоставить качественный сервис. И здесь возникает существенная разница в восприятии того, что происходит при обслуживании. В МФЦ, конечно, лучше. Но говоря опять о работе чиновников, есть еще проект «Электронное правительство». В чем его главная задача и как он реализуется? Проект «Электронное правительство» направлен на формирование инфраструктуры, на основе которой можно обеспечить электронное взаимодействие между органами власти и предоставление электронных услуг государственных. Этот проект развивается активно достаточно давно, существует в рамках государственной программы информационного общества, существует стратегия по развитию информационного общества, которая рассчитана до 2020 года. В рамках этой стратегии отдельное направление призвано сформировать электронное правительство, то есть обеспечить платформу, на основе которой органы власти выстраивают все остальные свои процессы, в том числе процессы электронного обслуживания граждан. Сейчас такая инфраструктура уже функционирует. Наиболее востребованные услуги уже доступны в электронном виде, но перед нами стоят задачи по повышению качества этих услуг. Нужно сделать так, чтобы эти услуги были более понятными, чтобы пользоваться ими было проще. Плюс необходимо, чтобы все остальные услуги, которые органы власти оказывают, также были доступны в электронном виде. Здесь еще достаточно много работы. Вы говорили и о защите информации. Вот какие методы есть, да, для защиты информации и как эта работа ведется в Северной Осетии? Информационная безопасность становится все более важной темой. Чем больше уровень
чем выше уровень информатизации органов власти, тем больше данных накапливается в электронном виде, и тем выше требования к информационной безопасности, к обеспечению сохранности этих данных. Поэтому очень важно организовывать и обеспечивать постоянное развитие систем, которые защищают эти данные, обеспечивают безопасное взаимодействие органов власти в электронном виде. Я могу сказать, что вот в рамках проекта «Электронное правительство» та инфраструктура, которая была создана для организации взаимодействия, достаточно серьезно защищена, используются самые современные технологии для этого, и требования к тем системам, которые подключаются к инфраструктуре, в том числе и к системам субъектов, в частности, Республики Северная Осетия, Алания, они тоже достаточно высоки. Республика их выполняет, поэтому системы Алании подключены к инфраструктуре электронного правительства, и органы власти могут взаимодействовать в электронном виде. Вам предоставили еще одну статистику на совете о том, какими сайтами чаще всего пользуются жители Северной Осетии. И несколько первых позиций занимали социальные сети. Мы понимаем, что соцсети сейчас становятся частью жизни каждого человека. Как вы считаете, вот, чиновники и вообще руководство страны, регионов, должны ли они вести свои аккаунты в соцсетях, и для чего, если да, это должно делаться? Ну, я думаю, что должны или не должны, наверное, следует определять самим чиновникам. Кто-то ведет, кто-то нет. Безусловно, социальные сети являются прекрасным способом получения быстрой обратной связи. Но вряд ли это хороший способ коммуникации для того, чтобы какие-то важную государственную информацию доносить до широкого круга, широкой аудитории. Поэтому думаю, что надо искать какой-то разумный баланс между тем, что можно писать в социальных сетях, и тем, что следует, например, публиковать через средства массовой информации, такие более традиционные, более привычные. В целом социальные сети прекрасно работают, когда действительно нужно быстро получить такой вот срез мнения широкого круга граждан о какой-то проблеме, каком-то решении. Вы, как представитель Минкомсвязи, ведете свои аккаунты? Да, у меня есть аккаунт в Твиттере. Частенько получаю различные вопросы, предложения. Не всегда удается отвечать, потому что их бывает много, но всегда внимательно читаю. Ну, то есть любой житель страны, в принципе, может к вам обратиться. И, наверное, в завершении, в Северной Осетии вы впервые, как я понимаю. Какое впечатление оставляет наша республика и чего вы, может, пожелаете нашим жителям? Впечатление очень хорошее, очень красивая природа. Из города видно горы, Терек прекрасный, замечательный город, очень гостеприимные люди. Думаю, что с удовольствием буду приезжать, если будут приглашать в будущем. Хочу пожелать не останавливаться на тех успехах, которые уже есть, идти к намеченным целям. Для этого есть все необходимое, и люди, которые могут это сделать, и возможности у этих людей. То есть, хочу пожелать всяческих успехов. Ну что ж, Алексей Олегович, спасибо вам за интересную беседу. Всегда рады видеть вас, в том числе у нас в студии. А я напоминаю, что в эфире была программа «Интервью», и сегодня у нас в студии был заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Козырев. Всего доброго.